Ранним утром на набережной Терека на Старой Кисаево праздник в самом разгаре. Фестиваль остинских пирогов. Вкусно, ароматно и азартно. Отсюда стартовал и праздничный маршрут Вячеслава Битарова вместе с главой республики спикер Алексей Мачнев и премьер-министр Теймураз Тускаев. Гостей встречали по традиции с 3 пирогами. Ирыштоны каразим барга, каразиу аржгая. На ирыштон хождар кана жаргак царам. Ждаряу макуван, моя гамарфа кан не потадаман. Без внимания главы никто не остался. Сначала он ознакомился с продукцией сельхозпроизводителей и ремесленников, а после кулинаров. Хозяйки радушно делились секретами приготовления. Далее по маршруту проспект Мира. Там развернулись десятки тематических площадок. А ровно в 11:30 стартовал флешмоб «Россия-Осетия». Он одновременно начался во всех районах республики. В центре города особенно многолюдно. Горожан и гостей Владикавказа развлекают, угощают и удивляют. Например, студенты СК ГМИ представили сделанных собственными руками роботов. А рядом выставка ретро-автомобилей. Всего их 11. И каждая уникальная часть истории. От полуторки более современной модели «Жигули». Военные тоже не остались в стороне. Помимо традиционной военной техники, в этом году защитники Родины представили и трофейное оружие из Сирийской Арабской Республики. А в шаге от них книжные выставки и художественные экспозиции. Удивили гостей праздника и национально-культурные общества. Они презентовали свои традиционные блюда и культуру. Мы здесь в одной большой семье. Во главе с Министерством по национальным вопросам, дружбы народов, Дом дружбы народов, представили кухни народов, проживающих на территории Северной Осетии, Алания. А если конкретизировать, то мы, узбеки, приготовили узбекские блюда, и в том числе здесь же на месте можно было увидеть, как готовится праздничный узбекский плов. Недалеко развернули свои площадки все 8 районов. В каждом к празднику подготовились основательно. Причем то, что представили во Владикавказе, лишь малая часть заготовленного. В самих районах праздник развернулся масштабно и ярко. Фестивали, выставки и ярмарки. Нашли занятия и для самых маленьких. Весь день малыши мастерили игрушки и рисовали. Особенно многолюдно было в Иравском районе. К общему празднику подключились 14 населенных пунктов. Организаторы отмечают, гуляния прошли даже в горной части. В Алагире сегодня тоже отмечают День Республики. Здесь развернулись несколько развлекательных площадок. И дети, и взрослые смогли найти себе занятия по интересам. Например, для любителей спорта организовали настоящие соревнования по шахматам, шашкам, нардам и настольному теннису. К большому празднику присоединилась и наша телекомпания. С самого утра в сердце Владикавказа работала наша открытая студия. А рядом телевизионная зона, где все желающие могли рассказать в прямом эфире, за что ценят и любят родной город. Программа празднования Дня Республики и Дня города Владикавказа оказалась, как всегда, насыщенной и разнообразной. И завершилась по традиции невероятным праздничным концертом и красочным фейерверком. Карина Гигалаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.